Поехали, поехали, поехали! Такое напряжение и накал эмоций способны растопить даже лед. А сегодня только так, ведь вместо привычных треков – ледяная трасса. На такие гонки в Татарстан приехали 50 именитых спортсменов со всей России. Нету салона и везде каркас безопасности для безопасности пилота. О безопасности сегодня приходится подумать дважды, а потому без технической проверки кузова и замены колес никуда, говорит Айдар Нуриев. Главный соперник автогонщика международного уровня сейчас – погода. Это метель, пурга поднимается и видимость становится там местами до нулевых. А потому Андрей Севастьянов из Москвы выбирает размеренную тактику. На этой трассе хитрость в том, что сложно проехать медленный поворот. Нужно с холодной головой спокойно подъехать. 3 круга длиной в 1,5 километра. Это увеличенную дистанцию участники проходят буквально за 2 минуты, а скорость достигает 150 километров в час. На обновленной трассе Усады список конкурентов впечатляет самих участников. На этом этапе самый сильный такой состав собрался. То есть, во-первых, таблица полная, даже есть запасной участник. На ледовой трассе только так. Цена любой неточности – кубок победителя. За него разыгралась нешуточная борьба между главными лидерами гонки – Раисом Минихановым и Альбертом Гайнуллиным. Практически бампер в бампер сейчас упирается. Вот так, бампер в бампер, гонщики проходят почти всю дистанцию. Но одна ошибка, и башкирский гонщик влетает в сугроб. Конечно, старался. Цель была победить, и был всего лишь единственный шанс, где я мог обогнать. И я им воспользовался, но не реализовал его, будем так говорить, на 100%. Раис Миниханов уверен, помогли родные стены. Эмоции после финиша, когда побеждаешь, она всегда на высоте. Ну и, наверное, дом помог. Ну, борьба, она есть борьба. Пьедестал сегодня разделили Татарстан и Башкортостан. Впереди гонщиков ждет финал ледовых гонок за Кубок России. Наталья Мезина, Игорь Романов, ТНВ, Высокогорский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.